Меня зовут Ярхамов Ильнур, и мы вам рассказываем о важных темах для татар России. Позади затянувшиеся майские выходные, хотя не все татары могут быть рады от того, как прошли эти 11 майских дней. Но обо всем по порядку. Ногайский историк Аминат Курмансиитова отметилась откровенным и наглым мифотворчеством. Она каналу «Россия-1» дала любопытное интервью. Канал «Россия-1» транслировался на Карачаево-Черкесию. Хотя в наш век соцсетей это уже не имеет смысла, так как передачу канала «Россия-1» заботливо вывесили в соцсетях ногайские активисты. В своем интервью журналистке Аминат Хасановна рассказывает, как в наши дни ногайцев в татары переписывает сам Минтимер Шаймиев, первый президент Татарстана, а сейчас государственный советник республики. Біз ана перестройка заманнан бері көреміз, перепистен алып, олардың саны көбейе береді. Есімізде біздің Шаймиевтің федеральный собраниеде сөйлегені 11 жылда Астраханда ноғайлар қайдан шыққан, Астраханский областта ноғайлар болғай жоқ, ноғай деген халық жоқ деп айтты ол. Көтере бар ноғайлардың Саулай Ресейде яшаған, бұл сөзлер жүрегіне тиді. Қайтып ноғайлар жоқ, міне екеуміз мұнда ноғай болып отырамыз, ондай халық жоқ деді. Әлбетте бұл сөзді Шаймиевтің аузына қазанлы тарихшылар салғандар. Олар yazып берген справка. Астраханский губернияда ноғай болғай жоқ, и ондай зат жоқ деп. Бетінде сөйле бек тілін қайрап сөйлейді, онда Исхаков, Дамир Исхаков. Итак, еще раз. Ногайская бабушка, историк на канале «Россия-1» напрямую обвиняет нашего Минтимера Шаймиева в кознях против ногайского народа. А чем занимался Минтимер Шарипович в том далеком 2011 году? Ну, во-первых, в тот год он уже не был президентом Татарстана. Его президентство завершилось 25 марта 2010 года. То есть он все свои публичные заявления и выступления делал в должности государственного советника. Эта должность была специально введена в Татарстане для Шаймиева. Во-вторых, а чем занимался Шаймиев в том далеком 2011 году? Еще раз ставим мы вопрос. Проверить это не представляет никакого труда, если вы зайдете на сайт Шаймиева, shaymiev.tatarstan.ru. Там есть специальный календарь событий, в которых он участвовал. Итак, в 2011 году Минтимер Шарипович занимался восстановлением древнего города Болгар и остров Градо-Свияжск. По этому поводу он провел 27 различных мероприятий, встреч и собраний. Если на какой государственной или политической трибуне и мог выступить Шаймиев, то только на заседании татарстанского парламента. Ни на каком федеральном собрании Шаймиев в 2011 году не выступал. Так что Аминат Курмансиитова либо нагло лжет, либо кто-то нагло ввел ее в заблуждение. К нашему сожалению, мы уже не впервые уличаем ногайских активистов во лжи, направленной против татар. Вот, например, 24 марта прошлого года я поймал на откровенной лжи ногайского активиста Амира Мусаева, который замахнулся сочинять фейк аж про Путина. Народ, который, вот, так скажем, живет в этом регионе вот, испокон веков, есть такое понятие. Я не помню, в каком году, но была произнесена такая фраза нашим президентом Владимиром Владимировичем Путиным, что в России все народы коренные, все. Но он сказал следующее, ну, добавил там, но говорит, еще есть корневые народы, те, кто живут в этом или том регионе испокон веков. Понимаете? Вот как раз к юртовским ногайцам это и относится. Это один из корневых народов Астраханской области, Астраханской, вот Низовьев-Волги. Поэтому, ну, если он не согласен с репликой, ну, со словами нашего президента, это его проблема. Мы тогда перерыли весь интернет, все публичные выступления Путина по теме коренных народов России. Никаких заявлений президента России о корневых народах нигде не было сделано. У него вообще было высказывание, смысл которого противоположен тому, о чем говорит Мусаев.
Владимир Путин считает, что, например, в Сибири коренной народ не только ханты или манси, но и украинец или русский, если он там живет семьей и занимается добычей рыбы или еще чего-то. В общем, постеснялись бы, что ли, ногайские активисты так нагло врать в священный месяц Рамадан. Ничего святого. В Омской области, в Большереченском районе, в деревне Каракуль, случилась трагедия. 6 мая за 30 минут выгорела половина деревни. 38 человек лишились своего жилья. Из 33 домов сгорели 14. Также сгорели школа, магазин, куча сараев с гаражами, машины, трактора. У людей погорел скот, домашние животные. К счастью, не погиб ни один человек. Пожарные тушили деревню 15 часов. Журналисты из Омска сделали интересный и подробный репортаж с пепелища деревни Каракуль. Ссылка на материал будет в описании под видео. Ну а я предлагаю взглянуть на кадры того, что осталось от татарской сибирской деревни. Для погорельцев в Большереченской гостинице «Русь» были подготовлены места для временного размещения, но желающих не нашлось. По словам местных жителей, в деревне осталось 12 домов, пригодных для жизни. Самую старшую жительницу, 94-летнюю бабушку, увезли от греха подальше в соседнюю деревню к родным. Сгоревшую деревню посетил губернатор Омской области Александр Бурков. Он пообещал восстановить сгоревшие дома. Глава района посчитает Стоимость строительства квартиры. Да, во-первых, из чего строить, да, где материалы. Лучше материалами. Да нет, зачем Давайте деньгами, мы материалами? вот здесь Ну, вместе надо сообщаемся. Да, нам же надо построиться, без вас все равно решение принимать не будем. Поэтому решим, во-первых, какие есть материалы, в какие сроки можно, да, и какого вида, или двухквартирные дома восстанавливать, чтобы две семьи чтобы все живы, никто не погиб. Все остальное дело наживное. Всем миром, я думаю, здесь восстановим. Понятно, есть сложности с деньгами в бюджете, вот, но будем решать. Как вы видите, омский губернатор пообещал помочь. Скорее всего, стройматериалами. Денег в дефицитном бюджете области особо нет, об этом он и говорит. Наверное, поэтому региональная татарская автономия татар Омска объявила сбор средств, чтобы помочь каракульцам. Перевод любой суммы можно будет сделать на сайте татарской автономии. Ссылка будет в описании под видео. Деревня Каракуль в Омской области уникальная. Ее население – это в основном сибирские бухарцы. Говорят, что первые упоминания этой деревни относятся к XVI веку. Журналисты недавно делали очень интересный репортаж, как каракульцы добывают зимой талую воду для питья из ближайшего озера. Качество воды на уровне, так как эту талую воду у каракульцев покупают даже из соседних деревень. Говорят, что каракульская вода обладает такими свойствами, что человек, пьющий ее, может быть долгожителем. Ну, вода, она талая, говорят, лечебная у нас.
именно каракульская вода лечебная, поэтому все стараются покупать здесь. Ну, у нас же долгожителей много в деревне. Мы говорим от воды, наверное, от воды, да. Талая вода, озерная, она же чистая, прозрачная. Вы лед продаете? Нынче мы продавали в Большеречье. Даже из Большеречья, там знакомый один есть у нас. Это 80 километров. Да. Он каждый год приезжает, у нас покупает. Лед? Да. Ссылка на видео о древнем промысле каракульцев также будет в описании под видео. Надеемся, что жителям деревни удастся как можно скорее отстроиться. Дустам Ильнар Гарифуллин тут написал очень интересную статью расследования, как именно обстояли дела с установкой башкирских стел в татарских районах Башкирии. Напомним, что 21 марта глава Башкортостана Ради Хабиров у себя в соцсетях похвастался новыми дорожными стелами. Изюминкой, в кавычках, этих стел стало упоминание неких башкирских племен, которые якобы жили на северо-западе Башкортостана. После этой публикации Хабирова стелы вызвали возмущение у татар Башкортостана, а также у русских, чувашей, удмуртов и других народов, которые также проживают в этой части республики. Если уж в стелы вписали название башкирских племен, то будьте добры вписать туда и название других народов, которые также проживают в этих районах республики. Ведь из-за таких стел получается не очень приличный месседж. Башкортостан только для башкир. Дустам Ильнар Гарифуллин обратил внимание, что стелы были установлены только в 22 районах Башкортостана. А что, в других районах республики дорожные стелы не ветшают? Почему-то именно эти северо-западные 22 района, именно в этих районах преимущественно проживают татары. Эти же самые 22 района Министерство образования Башкортостана пыталось обработать через онлайн-семинар обучение башкирскому языку в условиях северо-западного диалекта в октябре 2020 года. А вот карманная организация этого миссионера Салавата Хамидуллина, которая называется «Шежере», выпустила серию брошюр о башкирах опять именно этих самых 22 районов Башкортостана. Совпадение? Ильнар Гарифуллин тут делает интересный вывод. Эти 22 района включены в некий особый подрегион внутри республики, в отношении которого разные ведомства в лице Министерства образования, Минкульта и иных госструктур проводят политику пропаганды и внедрения башкирского этнического самосознания. В целом, в 22 районах Башкортостана должны были установить 44 стелы на общую сумму 22 миллиона рублей. В документах гостендера указывается, что в каждом районе должна была быть стела с индивидуальным дизайном, но все они получились типичными. Далее, стелы установила компания «Спектр» некоего Андрея Сидоркина. Установщик обещал, гарантировал, что стелы можно эксплуатировать в течение 10 лет, а гарантия на целостность и сохранность дается на 3 года. Мы с Ильнаром Гарифуллиным объездили районы Башкортостана, и скажу вам, абсолютно все стелы уже стали ржаветь и подгнивать. Да, они вообще были установлены криворуко и эстетически никак не впечатляют. Есть все основания предполагать, что мощный косяк с этими башкирскими стелами заметили и сами власти Башкортостана. На это косвенно, по крайней мере, указывает увольнение директора Дома дружбы народов Башкортостана Ильгиза Султанмуратова. А это именно Дом дружбы народов и выступил заказчиком установки стел. Ну а сам Ильгиз Султанмуратов известен своим неоднозначным, хотя нет, однозначным прошлым. Он в прошлом был сектантом вместе с бывшим гендиректором ГТРК Башкортостан Салаватом Кильдиным. Они были приверженцами общины хакканитов. Allahu Akbar. Башкорттар халкы, башкорттар. Sadece başkırtlar. Hamması da bашкорт. Maşallah.
Информация, что они перестали быть таковыми, мы не нашли. Для справки, основоположник хакканитской секты, кипрский шейх Низам Хаккани. В свое время он приказал своим ученикам из Башкортостана построить мавзолей в Нарыстау, это Миякинский район Башкортостана. Эту затею не поддержали официальные муфтиаты республики, Духовное управление мусульман Башкортостана и ЦДУМ. На что шейх Хаккани пообещал муфтиев отправить в ад. The official muftiyat, they're against, they're stopping. I am taking that again. Миранда кірдім уже. Official Jahannam. Он говорит, официальных, я, говорит, всех в ад отправлю. Кто вам мешает, вам не будет мешать. Если вся российская армия, говорит, соберется, они не смогут туда зайти. Насколько она защищенная. Вам всем нужно сходить с саблями, он нам говорит. Должны учить людей, почему люди должны ходить с ножами. How many people coming there? They must, inshallah, should be for everyone one horse. И для каждого будет лошадь, тот, кто будет появляться, то есть это будет, в общем, и обучению этому нужно обучать. Владение оружием и лошадью должно быть. Как татары, башкиры, да. Вот такие удивительные ценности, духовные практики и духовные учителя, оказываются, у современных башкиризаторов татар в Башкирии. В общем, татарлар, берегите себя и свою голову. С окончанием вас священного месяца Рамазан. Ураза хайты мубарак булсын.